Ассаламу алейкум, добрый день. Я пока еще нахожусь на территории Джайрахского района Ингушской республики, около реки Аса. Вот облачный покров, это ущелье Асиновское. Перед нами не одна из, а единственная, самая древняя церковь на территории Российской Федерации 8-9 века. Почему я утверждаю, что она самая древняя? В связи с тем, что крещение России было в 9 веке. Это церковь, вероятно и невероятно, и историки подтверждают, эту церковь построили миссионеры из Грузии. Грузия тогда была на подъеме, и христианский проект серьезно продвигался. Видите, такие скульптуры в стиле примитивизма, то есть когда пропорции тела не соблюдаются. Наверху, вероятнее всего, лик Спасителя, но он сломан. Церковь называется на ингушском Тхаба-Ерды. Ерда — это что-то из названия, относящееся к язычеству. Не буду этого утверждать. После того, как в 12-1220 и далее монголы устроили несколько походов и буквально разграбили Грузию, то есть она финансово и демографически свернулась, дальше не могла поддерживать миссионерскую деятельность, и продвижение христианства по северную сторону Кавказского хребта понемножку свернулось, и народ вернулся в язычество такой христианской оболочки. Ну, это как бы по версии, утверждать этого нельзя. Но это очень интересный объект. Больше таких объектов на территории Российской Федерации нету. Есть церкви Кавказской Албании, христианской. Они находятся частично на территории Армении. Ну, я сам их не видел, по крайней мере, из прессы. Но на территории Азербайджана, в районе, и утверждается, что есть вот эти церкви такого же столетия. И недавно проводят археологические раскопки в городе Дербенте. И, возможно, если подтвердят, то водохранилище, сделанное в крестообразном виде с куполом, ранее была церковью времен Кавказской Албании. Так что смотрите и наслаждайтесь. Смотрите, какие у них вырезы на челюстях, непривычны нашему глазу. На самом деле, у меня версия такова, что это просто косички на бороде. Если смотреть на скульптуры времен Ассирии, Вавилона и позже, и Древней Греции, то есть, в принципе, нормально, когда у человека длинная борода, после того, как он встает утром, она у него растрепана. Поэтому мужчины тоже делали маленькие косички, еще завивали, еще золотые кольца. Ну вот вам подтверждение вот всех этих историй, что первые христиане носили бороду с косичками. Вот такая вот интересная история. Сам храм на замке, то есть он не обслуживается, и как объект культурного наследия тоже доступа к нему нету. Не думаю, что вы видите. Здесь, ну, может быть, если присмотреться, то видно сейчас, что крест лежит на полу. То есть алтарь очень своеобразный. То есть времена первых христиан, церкви выглядели немножко по-другому, чем они выглядят в 21 веке. Вот такая вот великолепная история древней церкви на территории Ингушетии. В этих великолепных и на фоне хребта Цейлахам.